10% раненых, более 90% больных бойцов. 116 тысяч медиков были награждены орденами и медалями. 47 из них стали героями Советского Союза, 17 из которых были женщины. Слово предоставляется президенту Ассоциации врачей Республики Коми Вячеславу Гавриловичу Спаричу. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые присутствующие, сегодня мы собрались с вами здесь в преддверии 74-й годовщины победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Не зря говорят, что все большое видится на расстоянии. Чем дальше от нас День Победы 9 мая 1945 года, тем ярче ратный подвиг нашего народа. Но наряду с ратным подвигом был еще и трудовой подвиг тружеников тыла и особенно подвиг героев-медиков. Почему я так говорю? Потому что за годы Великой Отечественной войны около 80% раненых усилиями медицинских работников было возвращено в строй, что позволило приблизить нашу победу. И сегодня мы с вами имеем возможность собраться, я называю, у нашего памятника, для того, чтобы почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне, и пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни оставшихся в живых ветеранов. С праздником! Около половины всего медицинского персонала вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны составляли женщины, значительная часть из которых были санинструкторы и медицинские сестры. Находясь на передовой, они сыграли особую роль в оказании помощи раненым бойцам. С первых дней войны девушки вытаскивали солдат с того света, не жалея себя. Уже 1 августа 1941 года в вечернем сообщении Совинформбюро было сообщено об отличившихся медицинских сестрах. Бывало, еще идет бой, рвутся мины, свистят пули, а по передовой, в траншеях, окопах уже ползают девушки с санитарными сумками на боку. Ищут раненых, стараются быстрее оказать первую помощь, укрыть в безопасном месте, переправить в тыл. Вспоминает бывший бронебойщик Попов. Слово предоставляется председателю Ассоциации медицинских работников Республики Коми, главной медицинской сестре Коми Республиканской клинической больницы Надежде Васильевне Пипуныровой. Дорогие друзья, сегодня мы присутствуем на очень важном и значимом событии. На наших глазах зарождается добрая традиция, которая будет жить многие-многие годы. На наших глазах зарождается традиция возложения цветов тем, кто сражался на передовой, и тем, кто трудился в тылу. И в этот солнечный майский день хочется пожелать, чтобы в каждом доме царили мир и добро, чтобы наши близкие только радовались, берегли друг друга. Сегодня мне посчастливилось поработать с нашими ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Антон Михайлович Разманов, который представлен на фотографии, он, будучи главным врачом, принимал меня на работу. Главная медицинская сестра Попова Нина Александровна, это долгие годы работала, и до последнего мы поддерживали тесную связь. И много-много добрых слов было сказано им в наш адрес, в напутствие доброжелательности, какая в них царила ответственность, жизнелюбие, честность, правдивость. И они так хотели, чтобы мы были на них похожими. И мы стараемся их не подводить. И мне хотелось бы еще вспомнить, на один из юбилеев нашей Нины Александровны Поповой мы заказали ей песню по радио «Вальс фронтовой медсестры».
И сколько, я даже до сих пор храню это письмо, она написала благодарственное письмо, сколько теплых слов было высказано, и какой восторг, восхищение. Они умели радоваться всему. И сейчас с большим удовольствием для всех, для вас прозвучит вальс фронтовой медсестры. Легкий школьный вальс тоже был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас наш 10 класс закружила вьюга фронтовая. Фронтовой санбат уличных дорог был прогулен и убит тоскою. Солдат, что лежал без ног. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. Как мел вдруг запела вальс, голос дрогнул, закачался зыбко. Всем это для вас. А слеза катилась на улыбку. Сколько лет прошло, не могу забыть тот мотив, потом